Уважаемые коллеги, поздравляю с очередной годовщиной со дня образования пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия. С момента своего основания и по сей день военнослужащие пограничники с честью и достоинством выполняют свой долг, неся службу на удаленных участках нашей Родины. По праву горжусь тем, что начинал свою службу в пограничном отряде. Дорогие сотрудники, успеха вам в нелегком деле защиты и охраны рубежей нашей Родины. Счастья и благополучия семьям, здоровья и долгих лет жизни ветеранам. Пограничный отряд Службы государственной безопасности Республики Абхазия создавался в тяжелых условиях Отечественной войны народов Абхазии. После освобождения города Гагра и Гагрского района остро встал вопрос охраны государственной границы по реке Псол. Уже 20 ноября 1992 года пограничные войска Республики Абхазия были сформированы согласно приказу министра обороны Республики Абхазия. Также приказом министра обороны Республики Абхазия с целью усиления контроля над морем, прибрежной полосой в поселке Пицунда и прилегающими районами была выставлена пограничная застава Пицунда. 2 апреля 1993 года с целью обеспечения охраны государственной границы Республики Абхазия и пресечения разведывательно-подрывной деятельности спецслужб противника Государственный комитет обороны Республики Абхазия постановил перевести пограничные войска Республики Абхазия в оперативное подчинение Службы государственной безопасности Республики Абхазия. После освобождения Абхазии от войск Госсовета Грузии перед пограничным отрядом была поставлена задача по охране государственной границы Республики Абхазия с Грузией по реке Ингур. Учитывая протяженность границы и недостаточную укомплектованность личным составом, пограничники несли службу по охране госграницы совместно с подразделениями Вооруженных сил Республики Абхазия и резервистами. В 1995 году в соответствии с указом президента Республики Абхазия был создан КПП «Ингур» от 24 мая 1995 года. С созданием КПП «Ингур» началось оборудование пограничных застав и поэтапная передача охраны государственной границы пограничным подразделениям Службы государственной безопасности Республики Абхазия. С 1998 года охрана государственной границы на абхазо-грузинском участке осуществлялась силами пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия и подразделением Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. В городе Гал была создана пограничная комендатура и 6 пограничных застав по реке Ингур. В период после 1993 года пограничниками было пресечено множество нарушений государственной границы. Регулярный характер приобрели боестолкновения пограничных подразделений с диверсионно-разведывательными группами, засылавшимися с территории Грузии. В 1992 году я тогда не был пограничником, но после военное время, когда мы прошли всю войну, после войны уже мы вступили в пограничные войска. Было тяжело, очень тяжело, конечно, после военное время охранять рубежи Абхазии, особенно с восточной стороны, со стороны Грузии, охранять наши границы. Но в то время в рядах пограничных войск служить было очень тяжело. И погибали ребята, подрывали ребят. И там не то, что пограничники, там и все они, и таможенники, и Министерство внутренних дел, они все в одной форме были, в форме Министерства обороны. Мы как одно лицо вместе охраняли границы. Да, конечно, тогда не смотрели мы назад, не говорили мы, что здесь тяжело нам, давайте уйдем. Если бы мы ушли бы, вместо нас кто бы пришел бы. Мы должны были охранять эти границы. И 97-е года, и каждодневные переходы, нарушения границы партизанами со стороны Грузии. Очень было ребятам тяжело, очень много погибших и очень много инвалидов. В данное время есть инвалиды, ребята, которые без половины своего тела до сих пор служат в рядах пограничных войск Абхазии. Один из них Леонид Марганя, один из них Русик Габля. Есть такие ребята, которые действительно не жалея себя,
охраняли границы. Систематический характер приобрели в это время и обстрелы пограничных застав террористическими группами противника, сформированными преимущественно из жителей приграничных районов. В этих тяжелых и опасных условиях проявились лучшие качества военнослужащих пограничного отряда. Пограничный отряд Службы государственной безопасности Республики Абхазия принимал активное участие в отражении вооруженного вторжения противника в Галский район в мае 1998 года, а также в октябре 2001 года при попытке захвата Кудурского ущелья силами грузинских и международных террористов. В результате состоявшегося вооруженного конфликта на территории Южной Осетии 12 августа 2008 года вооруженными формированиями Абхазии в рамках операции по принуждению Грузии к миру была освобождена верхняя часть Кудурского ущелья и установлен полный контроль над всей территорией Абхазии. Пограничный отряд приступил к охране государственной границы в верхней части Кудурского ущелья. В дальнейшем приказом председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия за номером 34 от 11.08.2010 года была выставлена пограничная застава «Птыш». Также председателем Службы государственной безопасности Республики Абхазия за номером 39 от 18 августа 2010 года пограничная застава «Южный приют». Впоследствии были выставлены еще 3 горные пограничные заставы вдоль государственной границы с Российской Федерацией на Карачаево-Черкесском направлении. 30 апреля 2009 года, после признания независимости Республики Абхазия, на основе межгосударственного соглашения часть полномочий по охране государственной границы Республики Абхазия была делегирована пограничной службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Стороны с учетом взаимных интересов на основе законодательства каждой из сторон и международных договоров, действующих в отношениях между сторонами, осуществляют сотрудничество по пограничным вопросам в целях обеспечения совместными усилиями. Было тяжело до 2008 года, очень было тяжело. Каждый день нападения на пограничные заставы, каждый день подрывы, каждый день взрывы. И технику взрывали, людей подрывали, было очень тяжело. Но после 2008 года, как Дмитрий Медведев признал Республику Абхазия и Южную Осетию, уже более-менее легче уже стало, уже как бы подрывать перестали, как бы уже российские войска, когда встали на наших рубежах, уже более-менее легче стало. Но я не скажу, что в данное время, что тоже роскошно, все спокойно, все хорошо на границе нет. И по сей день опасна деятельность пограничных войск Республики Абхазии очень тяжелая. И в горных местах, и по границе с нашим врагом. Хочу пожелать новому поколению в данное время вообще, в нынешние времена и пограничные войска, ребята идут с отцы, которые воевали всю войну, прошли, есть, которые сыновья по сей день и внуки есть наших воинов Великой нашей войны. Что я им пожелаю? Пожелаю то, чтобы никогда они не видели то, что мы видели до 2008 года, чтобы им было всегда легко, чтобы им было всегда прекрасно, хорошо. Это мы так просим Бога, но и тем не менее пограничнику никогда не было легко, всегда это тяжело. Но идут наши ребята, молодежь идет с удовольствием, с гордостью, со своим флагом, в своей форме охранять рубежи Абхазии. Гордимся мы нашим поколением, гордимся мы нашими с бывшими нашими солдатами, которые сейчас уже офицеры, уже служат в пограничных войсках, выучились, приехали, служат. У нас, наверное, нация такая, что должны гордиться и гордо носить флаг и охранять свои рубежи. Безусловно, радует тот факт, что сегодня руководящие должности занимают молодые специалисты. Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ. По окончанию 5-й средней школы я поступил
в Курганский пограничный институт ФСБ. Это в 2010 году. Окончил Курганский пограничный институт в 2015 году. По окончанию, по прибытию в республику был назначен на должность заместителем начальника пограничной заставы Аватхара. По закрытию заставы, это временная застава у нас, как бы на зимний период она закрывается, и в летний сезон только она как бы действует и на охране государственной границы. Затем был направлен в Кудорское ущелье на пограничную заставу ПТШ с испытательным сроком на должность начальника пограничной заставы. И вот спустя какое-то определенное время был назначен на должность начальника пограничной заставы ПТШ, пограничного отряда СКБ. После пограничной заставы я был назначен на данную должность, и вот сегодня как бы служу Родине. Основные направления, в первую очередь, это по охране и защите государственной границы Республики Абхазия. В первую очередь, что хочу отметить, это у нас как бы Псовское направление, комендатура Гечрипш, это пограничные заставы Аибга, Гечрипш, Цандрипш, Кудорское направление, это две пограничные заставы. Первая — это пограничная застава Птыш и пограничная застава Маришара. Если, например, в направлении пограничная застава Аибга, также Кудорское ущелье, да, в этих направлениях составляют сложности с дорогами. Но, несмотря на это все, совместно с администрацией Гулрыбского района, с администрацией Гагровского района дорога подсыпается, так как в зимний период бывают лавины, обвалы, завалы. И эти сложности преодолеваются. На горных участках служба несется в соответствии с законом о государственной границе, с принятым решением начальника пограничного отряда, с распоряжением службы государственной безопасности Республики Абхазия. Обеспечение ежемесячное поступает на заставы, это продукты питания, естественно, по необходимости, также да, там, стройматериалы, там, вот, форма одежды, естественно, в год 2 раза выдается военнослужащим. Мы люди военные, у нас все предусматривается, прогнозируется, никаких преград для этого нет. То, что также государство выдает по плану все продукты, все расходы, своевременно осуществляется доставка без преград, так как бы есть, да, план, который необходимо выполнять. Это связано что с обеспечением и с охраной государственной границы. Каждый из военнослужащих, которые стремятся попасть на горные заставы, они, естественно, проявляют инициативу, так как специфическая служба в горах имеет место. Вот, служба идет пограничными нарядами. Вот, для них, для молодого поколения в особенности, да, им очень интересно выйти на выход, там, да, там, какие-то там зазорные наряды и так далее, там, в РПГ, допустим. Много чего интересного они от этого получают, потому что всякие условия там присутствуют в зимнее время особенно. Через это как бы, считает себя молодое поколение мужиками, через это хотят пройти. И вот они стремятся попасть в горы, потому что и требования законодательства, там, требования устава соблюдают на хорошем уровне. Немаловажный вопрос. Это, естественно, что ранее было, да, сказано, они есть сложности, но поколение молодое, они стремятся все равно, несмотря на это, как бы долго отдавать Родине и стоять на рубежах отчизны. Поздравляю всех ветеранов, всех офицеров, действующих, солдат срочной службы. Пожелать хочу здоровья, успехов, никогда не унывать, достойно проявлять на рубежах нашего государства, подходить с большой ответственностью, и каждый, чтобы понимал чувство ответственности с патриотизмом. Всем успехов, радости, тепла в семьях. В
должности заместителя начальника не так, скажем так, давно, а вообще в пограничном отряде служу уже с 2005 года, начиная со срочной службы, далее учеба в Курганском пограничном институте, после чего в 2010 году окончил успешно институт и с тех пор продолжаю службу в пограничном отряде в должности заместителя начальника пограничной заставы, начальника заставы, далее старшего офицера по подготовке и ныне начальник отдела. В обязанности что входит? Ну, работа по личному составу включает в себя это не только проведение каких-либо индивидуальных бесед или информирование личного состава. Помимо всего этого у нас еще по направлению деятельности есть подготовка личного состава согласно программ обучения, программ подготовки, которые утверждены, разработаны. Вот. Это подготовка молодого пополнения, которое ежегодно у нас 2 раза призывается в нашей стране. Вот. И помимо этого всего, ежедневно мы проводим беседы с личным составом, это включая солдат срочной службы, также и с контрактниками, то же самое, так как постоянно приходится наших военнослужащих ориентировать на то, чтобы соблюдали правопорядок, так как мы являемся все военнослужащими, да, там в первую очередь, и во-вторых, согласно там административному кодексу, да, там какие-то есть послабления в адрес военнослужащих, скажем так, да, и иногда, ну, нередко там, да, находятся военнослужащие, которые не прочь бы там воспользоваться этим. Я как бы направлен на то, чтобы искоренять такие позиции. Да, вот сколько лет я занимаюсь именно призывом, да, вот очень много учебных процессов сам лично проводил и косвенно либо непосредственно принимал участие в этом, а по сей день, ну, то есть в последнее время непосредственно организовываю данные мероприятия, скажем так, да. Тенденция такая, если раньше молодежь была более, скажем так, больна именно какой-то непонятной вот этой так называемой романтикой, там какой-то блатной, да, там они, ну, как-то не так воспринимали, скажем так, да, вообще службу в армии. На сегодняшний день, если честно, очень мало таких персонажей появляется, скажем так, да, вот у нас вот в армии. Наоборот, молодежь более воспитанная, более какая-то, ну, если так можно выразиться, более адекватная, скажем так. Но при этом хочу отметить, что очень слабо физически развитые. Еще хочу отметить, что нередко попадаются люди с хроническими болезнями, которые, естественно, они пытаются скрыть в пункте призыва на военно-врачебной комиссии для того, чтобы там пройти службу, получить военный билет, да, в их понимании нормальный военный билет. Вот. И далее здесь появляются, естественно, проблемы со здоровьем, потом и с этими вопросами тоже нам приходится разбираться, там военный госпиталь, так как у нас своего специализированного медицинского учреждения нет, где мы могли бы своих, там, допустим, военнослужащих успешно там или лечить, или там хотя бы какие-то там, да, вот, не знаю, направления. Единственное, что мы можем сделать, это здесь направить нашего военнослужащего в военный госпиталь Министерства обороны, где у нас есть договоренность со службой госбезопасности и с Министерством обороны. Вот, они лечат наших военнослужащих. С учетом данной структуры, в принципе, оно взято за аналог советского пограничного отряда. Мы повседневно строим свою оперативно-служебную деятельность. На сегодняшний день вместе с контрактной службой у нас предусмотрено прохождение военной действительной службы молодыми призывниками, военнослужащими, которые согласно общевойскового распорядка проходят службу от года до 1,5 лет. В первую очередь, да, хотелось бы поздравить наших ветеранов, которые стояли у истоков создания пограничного отряда, потому что у пограничного отряда сегодня, как начальник отряда отметил,
очень богатая история. Вот, и помимо этого всего у нас есть ребята, которым на плацу посвящен отдельный стенд там, да, с вечной памятью, которые дали жизнь для сохранения наших границ. Вот. И что хотелось бы сказать, в первую очередь, начиная с ветеранов, всем крепкого здоровья. Хотелось бы пожелать успехов во всех начинаниях, которые на сегодняшний день существуют. Молодому пополнению, которое будет у нас тут призываться, я хотел бы пожелать, о чем мы говорили, больше рвения, скажем так, на защиту Родины, потому что сегодня у нас вроде и мир, но, скажем так, все может поменяться. Никто не знает, когда что произойдет. Поэтому мы должны быть готовы ко всему, и никто нам не мешает любить свою Родину, защищать ее и стоять за нее. Так, всех поздравляю с праздником, желаю здоровья, успехов в семье в эти сложные времена, которые у нас сегодня. Вот, и мирного неба над головой и спокойных границ. Всем пожелаю. Летопись пограничных войск хранит немало ярких примеров величайшего мужества дозорных границ, их верности воинскому долгу. Не было предела мужеству и стойкости пограничников, но был предел их жизни. И многие отдали ее, не колеблясь, считая высшим воинским долгом встать на пути врага, заслонить с собой родину, свой народ. Нетрудно понять, что ждало воинов, оказавшихся на пограничных рубежах, какая задача выпадала им в самый трудный час. И они с честью выполняли все, что было в их силах. Пограничный отряд, к сожалению, имеет потери в боестолкновениях с диверсионно-разведывательными группами, которые засылались с территории Грузии спецслужбами грузинского государства в целях дестабилизации обстановки в приграничных районах. Вот. И, к сожалению, 14 наших пограничников, офицеров, солдат срочной службы не вернулись в свои дома живыми. Вот. Это наши святые, люди, памяти которых у нас остается. И я преклоняюсь перед родителями, перед родными, близкими, которые воспитали таких патриотов, воинов. К сожалению, без потерь не обошлось. Это были связаны с тяжелыми годами становления, формирования абхазо-грузинской государственной границы. Естественно, это создавалось все с нуля, и все это было сопряжено с неимоверными усилиями. Все мы помним 90-е годы, когда в условиях жесточайшей экономической блокады Абхазии офицеры, прапорщики, пограничники пограничной службы прилагали все возможные усилия для того, чтобы сформировать государственную границу Республики Абхазия по линии административной границы Советского Союза с сопредельной стороной. Вот. И, естественно, все это сопровождалось постоянными боестолкновениями, в том числе и с регулярными войсками в мае 1998 года в Галском районе.
Безусловно, 29 лет со дня образования пограничного отряда – это большой срок, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, на пути становления национального пограничного органа срок небольшой. Но если учитывать то, что за эти годы в постоянном боестолкновении с вражескими подразделениями на абхазо-грузинской государственной границе и в других направлениях, то, конечно же, с большой благодарностью я хотел бы обратиться сегодня, прежде всего, это к ветеранам пограничного отряда, к нашим старшим, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Прежде всего, пожелать крепкого здоровья, пожелать с родными, в условиях сложной эпидемиологической обстановки успехов, долголетия касаемо молодых наших военнослужащих. Прежде всего, это солдат срочной службы. Для них сегодня, естественно, это является таким, в жизни одним из первых, профессиональных праздников. Пожелать им на этом пути добиваться больших результатов, которые будут всегда нацелены, направлены на то, чтобы национальная безопасность, в частности в рамках охраны государственной границы, как одна из составных частей в целом обеспечения безопасности государства, могли бы добиваться больших высот. Пограничный отряд сегодня является одним из тех примеров, когда, пройдя с первых шагов с начала срочной службы, сегодня офицерами уже высшего звена, как в системе самого пограничного отряда, также и в рамках в целом службы государственной безопасности и других ведомств ответственно, надежно себя проявляют. Всех с праздником! Рисковать жизнью для воинов-пограничников – обычная работа. Причем не только в ходе боевых действий, но и в мирное время. Государственная граница охраняется в любое время суток. Поэтому неважно, праздник это или будний день. Пограничные наряды в определенное время заступают на охрану государственной границы. И поэтому за все годы их службы, как правило, 20 ноября, свой праздничный день, они встречают именно на боевом дежурстве в пограничном наряде. Товарищи офицеры, имею честь поздравить в этот знаменательный праздник весь пограничный отряд, командование пограничного отряда, естественно, ветеранов, которые боролись за его образование, за спокойствие наших рубежей и защиту охраны границ. Всех с праздником! Дорогие коллеги, поздравляю с очередным праздником. Всем удачи, спокойных вам рубежей и счастья в семье. Спасибо большое. Можно поздравить с очередным, как говорится, рубежом, с момента образования пограничного отряда. Пожелать удачи, семейного благополучия, здоровья, тем более в такое время сегодняшнее, когда пандемия. Берегите себя, своих детей. Счастья вам, радости, прекрасного всего. Мирно! Ранение! Впереди! Товарищ полковник, личный состав гарнизона на утренний развод построен. Докладывал начальник штаба капитан Полованзе. Здравствуйте, товарищи пограничники! Капитан Квитиня, для поднятия государственного флага Республики Абхазия выйти из строя.
Товарищи пограничники, поздравляю вас с 29-летием создания пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Ура! 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 Походную колонну! По подразделению! Направо! Вот! Шагом! За! Mamzışxa, mamzışxa,